Трудно поверить, что Никита Симонян – футболист, чье имя стоит в одном ряду с выдающимися спортсменами СССР и чьи победы и звания долго и трудно перечислить, занимался спортом вопреки желаниям своих родителей. Играть в футбол ему в детстве отец пытался даже запретить. Он просто говорил иногда, когда ты бросишь эту хулиганскую игру, понимаете? Поскольку, вы знаете, тогда ведь такой набора инвентарей спортивных не было, как сейчас. Поэтому тапочки, ботинки и так далее рвались, а это, так сказать, надо купить обувь там и так далее, это деньги. А жили так, ну, я бы сказал, на таком среднем уровне. Поэтому понять, конечно, родителей тоже можно было. Но, тем не менее, вот так распорядилась судьба, что мне повезло. Мне повезло тем, что я, в общем-то, конечно, благодарен футбольному мячу, поскольку, ну, наверное, пока что, ну, что я могу сказать? Я благодаря футболу, можно сказать, объездил весь свет. Вот, ну, и добился кое-что, каких-то успехов. Стал олимпийским чемпионом. Главный секрет успеха, рассказывает Симонян ребятам, это сочетание безграничной любви к спорту, безупречного владения мячом и развитым футбольным интеллектом. Надо, в общем-то, сказать, чтобы он был послушен, понимаете, футбольный мяч, поскольку техника владения мячом и дальше развитие футбольного интеллекта – это главные качества. Ну, конечно, там и физическая подготовка, скоростная там, и так далее, само собой. Но, тем не менее, техника, техническое оснащение, вот, и, конечно, и мысль футбольная, она крайне необходима. Без этого, в общем-то, успехов не добился. Вот поэтому я вот желаю, знаете, надо любить футбол, надо любить тоже футбольный мяч. А он абсолютно уверенно ответит добром. Начинал заниматься спортом Никита Симонян в Абхазии, но мастерство быстро вывело его в высшую лигу. Такого игрока пытались заполучить многие команды, в том числе и тбилисская «Динамо». Но характер спортсмена оказался сильнее интриг спортивных чиновников. Из «Динамо» Сухум, кстати, его пригласили в «Крылья Советов». «Крылышки» тогда называлась команда. Он написал, поехал туда. Они, когда перед сезоном приехали в Сухум встречаться с «Динамо» Сухум, товарищеская встреча, значит, его отца, министра внутренних дел, тогдашний пригласил его отца, и они отца задержали на 3 дня. Они просили, чтобы он перешел, оставил «Крылья Советов», перешел в «Динамо» Тбилиси. Ну, он категорически отказался, в общем, его попросили, он уехал, отца потом выпустили, естественно. А осенью, когда он второй раз приехал в Абхазию после сезона, когда закончился футбольный сезон, то его пригласили в Тбилиси министр внутренних дел, ну, очень долго не отставали от него, пригласил министр внутренних дел Грузии и требовал, чтобы он перешел в «Динамо», ну, воспитанник там, значит, грузинского футбола, так они говорили, хотя это был абхазский футбол, но в советское время, к сожалению, так они считали. И вот, значит, сказали, паспорт тебе сделаем, грузином запишешься, будешь за «Динамо» Тбилиси играть. Но тогда тоже известный потом футболист, Пайчадзе такой был, он его вывез, и он уехал снова в Москву. На встречу с великим футболистом пришли знаменитые абхазские игроки. Они вручили ему многочисленные подарки, в том числе и посох Алабаща. Среди гостей был знаменитый Ахрик Цвейба. По его словам, главная заслуга советского спорта была в том, что тогда проявить себя была возможность у каждого, а футбольные звезды рождались на улице. В футболе было больше творчества. Сейчас все по-другому. Тренер должен психологом быть и педагогом для такого возраста. А у нас во главе ставят угла, это результат. Понимаете? И вот это вот не дают как бы ребенку раскрепотиться, ну, сыграть, как он хочет. То есть кричат тренера, кричат родители, начинают это, он сковывается. В итоге его потенциал, который есть у него мальчика, да, он зажат, и он не может раскрыться.
Соответственно, это со временем это на психику давит, понимаете? И в итоге таких легендарных, как в советское время, личностей, да, у сегодняшних, к сожалению, нету пока. Никита Симонян и в качестве спортивного чиновника сделал многое для советского и, в частности, для абхазского футбола. Когда был чемпионат СССР, «Динамо» Сухуми, он многое сделал, чтобы мы играли во второй лиге, для выхода в первую лигу. Он очень многое для этого сделал и сопутствовал, чтобы мы играли в высших дивизионах. Для абхазских футболистов и уже ветеранов спорта, и совсем юных игроков встреча с легендарным Никитой Симоняном, который всему свету показал, на что способен советский футбол, стала праздником. Возможно, не все из ребят понимают, с личностью какого масштаба они сегодня встретились, но тем не менее им посчастливилось прикоснуться к великому спорту. Марьяна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ.